Всем доброго утра. Утро, с одной стороны, очень доброе, красивое. Встает солнышко, но, увы, ни одной утки нет. Мне кажется, я понимаю, в чем причина. Сегодняшняя ночь была просто морозная. Даже сейчас, смотрите, вон, минус 7 и 1, избе 12, вон. А минимальная была, так, это было днем 13, минус 9,7 была сегодня температура, сейчас минус 7,1. Утка просто где-то капитально тормознулась, и может в Кировской области, может где, но она просто вообще не идет. Немножко было утки, вот то, что до морозов. Она или ушла дальше, или где-то затихарилась в ручьях, но просто ее нет. Так, вот как-то выглядит наш стол вчерашний. Так, вон. Все замерзло. Все просто заледенело. Сидели. Вон. Вот как-то вот так. Все насквозь. Вот такая вот погода. Вода. Что у нас с водой? Вчера целый день она падала. Ночью просто начала быстрыми темпами прибывать. Прибыло где-то больше, чем на полметра. Был шум. Пошла река Печора. Боялся, что пойдет эта протока. Быстро выскочил на лодке. И пока не замяло, поднял сеточку, которую закидывали. Ничего попасться не успели. Так что пока у нас рыбки на столе нет. Ну а теперь просто некуда ее кидать, потому что все забереги, все покрыто льдом. И нехило так льдом. Так, дровишки мы приготовили. Жалею сейчас, что не взял зимних удочек. Можно было сейчас сходить на озеро. Тут есть озеро в лесу. И опять же половить со льда. Вот такой дурдом, ну блин. Ожидаешь одного, получается другого. Пойдем посмотрим, чем занимаются наши остальные охотники. Наши остальные охотники у нас занимаются. Так, сейчас посмотрим. Голоса слышны? Где у вас? Собачка-то снизу, сверху. Собачка дома. Собачка дома. Да ёшкин кот, блин, закрылись на микроду. Так. Ох, тут у них, о, балдеж. Как охота? О. Балдежники. Что, завтрак не греете? Печка топите? Просто так. Сейчас в форму приду и яичницу пожарю. Так, пока что не в форме. Как-то вот так у нас продолжается охота. Вернее, не начиналась еще, если честно. И думаю, пару дней еще не начнется, потому что по прогнозам вот такой вот минус. И самое интересное, то что домой сейчас в этот момент не попасть. На лодке нельзя проехать, потому что стоит еще лед. Очень короткий, потому что очень холодно. У меня просто он вот так вот греется. Вчера загорал, сегодня греется. Все оделись, все. Вы просто не видели. А, вон, что не видели. Вон, что было в кружке. Еле отдолбили. Вот такая вот красота. Хрустальные стаканчики у нас на столе. Минус 10. В общем, завтракаем. Завтрак у нас колбаса с яичницей. Ничего такого, но все просто. Перекусим и опять в палатке. Вот как-то так и охотимся. А что? Серега ходил пару, что говорит, 2 крякы видел сегодня. Ну, это хорошо. Спалили. Лед стоит. Сверху, снизу стоит. Здесь промежуток есть. Печора, походу, тоже стоит, потому что была слышна сегодня моторка. Кто-то пытался пробиться со льдом вместе. Но не пробился, не получилось, развернулся, поехал обратно. И ни одного выстрела, да, кстати, смотри? Не, утки нету просто. Утки нету, потому что сейчас вот 3 дня мороза, она просто еще не летит, она просто где-то стоит. И навряд ли ее будет пока.
Ну, ничего страшного. Будет день, будет пища, будет время, мы еще постреляем. А пока всем приятного аппетита. И вам тоже, друзья, товарищи. Налетай подешевело. О, уже, видишь, вон взлет. Так оно и будет. Минус 10 сегодня было, минус 9,7. Да? Да. Вообще красота. Среди бегущих. Вон, пьет тропик. Видишь, тропик. Я и думаю, что то прохладно было сегодня. Даже в палатке чувствовалось. Всё. Вот такими короткими ключами будем Давай сгоняем это. как-то и Косачный только. снимать. Вот. Заканчиваем завтракать или обедать. И смотрите, вот что началось. Вот такая вот история. Сейчас навалит опять снега. Всякое было, но такой охоты я еще не припомню. А тут тепло. Да у меня тоже там тепло. Я сейчас немножко дров заготовлю и будем отдыхать, лежать. Связь здесь немножко ловит, так что даже интернет небольшой есть. Буду отвечать на комментарии. Закрытие зимней рыбалки. Взял бы удочки, можно было подняться на озеро, да еще порыбачить. Но не будем. Не будем. Завтра уже выходить домой, ребятам. Я буду дальше ждать погоды. Весна будет, ее не может не быть. Что бы то ни было, несмотря на северный ветер, несмотря на снегопад, несмотря на морозы, несмотря на зиму, несмотря на то, что нет вообще ни одной утки, я буду ждать и дождусь, потому что я упрямый. И утка будет, ее не может не быть. Как-то вот так. Кто ищет, тот всегда найдет. Так, время 8 часов утра. Позавтракали. Солнышко начало как бы пригревать. Температура минус 2. Но на солнце уже скоро начнет подтаивать. В общем, не будем терять время. Серега утром, конечно, здесь уже по реке прошелся. Но туда, дальше к лесу, говорит, не ходил. Так что небольшая вероятность, то, что там может быть утка, есть. Тем более поднялся небольшой ветерок. И как бы он благоприятствует немножко. Вот в таком прикиде. Одел масхалат. Подарок Андриану такой. Андрюня, канал у него. Андрюха, привет. Как видишь, твоя куртка уже в действии. Потому что зеленый масхалат на нашей охоте пока ни к чему. В общем, ладно, друзья, пока выключаемся, одену камеру на голову. Вот река уже. Вот река. И здесь вполне возможно уже может быть утка. Так что, если я замечу утку раньше, чем она меня, то вполне возможно на взлете я уже успею определиться и попасть. Но нет так. Ну посмотрим, что получится, то получится. Не сидеть же в палатке целые сутки потом. Погнали. Так, сделаем короткое включение. Здесь бывает, что сидят утки. Сейчас попробуем подойти. По крайней мере, когда идет перелет, они здесь бывает тусуются. Но так как сейчас перелета нету, может быть, и ни хрена не будет. И, конечно, очень сильно шуршит снег под ногами. Все, выходим. Вот здесь они под этой черемухой бывает сидят.
обычно вот таких вот чепышниках гасятся. И взлетают в самый последний момент. Серега говорил, здесь шуганул утром парочку. На этот раз пока никого. Сейчас перейдем речку и пойдем вверх к лесу, пока не отпустила нас. Ветерок поднялся, может быть, что-нибудь да получится. Ладно, пока выключаемся. Очередное включение. Прямиком вдоль ручья лучше не идти. Лучше вот так вот. Потому что больше вероятности, что выйдешь прямо на них, и они меньше тебя будут видеть. Сейчас вот по кривке сюда зайдем. Вот здесь вот иногда бывают тоже в кустах. Там вот прошли тоже, может быть, но ладно, не будем уж туда возвращаться. Так, пока тишина. Выключаемся, будем обходить это место. Здесь бобровая плотина. Везде видно вот следы. Бобр грызет эти ветки, складывает. Первая плотина здесь, дальше идет вторая, третья, и штук 5 таких. Здесь тоже иногда бывает утка. Но не сегодня. Пошли дальше по лесу. Сколько получится, пока нас не растаял. Пойму затопило, хреново. Блин, вода большая. Вдоль реки уже не пройти будет. Придется вернуться, обойти там до лугов. Ну да, много по реке уже. Вдоль реки не погуляешь, вон, все залито. Вся пойма уже залита. Сейчас только тут метров 500, наверное. Все затоплено.
Если раньше можно было проходить просто вдоль реки, то сейчас все. Сейчас надо вот это все обойти через верх. И идти по лугам. Там по лугам еще есть пару местечек таких, где бывает, возможно, утка. Так что посмотрим. Вот здесь бобровая плотина прямо здесь. По той стороне, может быть, еще как-то аккуратно можно пройти. Но здесь нет. Здесь низину все затопило уже. Так что возвращаемся. Заметил рябчика. Сейчас попробуем, насколько подойдем. Но стрелять его точно не будем. Я весной боровую дичь не стреляю. Независимо, это рябчик, самец, самка, глухарь, глухарка. Он, походу, залетел. Хотя спугнем его хотя бы. Сюда вот он побежал. Вот, вон следы. Следы его. Ну где-то рябчишка. Ну, покажись. Не видать. Я слышал, взлетел, спорхнул. Бежал по земле. Даже не взлетел. Короткими перебежками. Почему-то весной вообще стараюсь боровую дичь не трогать. Потому что они пережили зиму. И как бы должны принести потомство. А осенью другое дело. Осенью это объект охоты. Но не весной. Я бы вообще запретил весеннюю охоту на боровую дичь полностью. Не заметили. Ушел. Так, ну вот у нас еще 500 метров примерно дороги с выходом на речку. В 3-4 местах выйдем, посмотрим. Получится. Нет, так в лес дальше идти уже не будем. Надо будет возвращаться, потому что солнце потихонечку греет, и скоро наст не будет уже держать. И будет тяжело возвращаться. Да еще что-то потеплело. Тучи собираются. Может, еще и дождик пойдет сегодня. Запросто. То снег, то дождь. Ладно, пока выключаемся. При подходе к реке сделаем включение короткое. Может быть, что-нибудь да получится увидеть. Подходим к реке, может быть. Здесь может быть утка.
Все, теперь обойдем опять по лугу и выйдем в другом месте. И здесь никого. Кряква, особенно в ветреную погоду, может сидеть до последнего. Бывает, залетает вообще из-под ног. Так что подойдем к ручью и посмотрим. Может быть, что-нибудь. Вот под такими коряками они могут быть. Никого. Ладно, пойдем дальше. Здесь тоже могут быть кряквы вот за бугром. Вон, затопило уже низину. Так что попробуем обойти. Здесь тоже бобровая плотина. Но здесь частенько раньше были. Так что на всякий случай приготовимся. А вдруг? Главное, чтобы эту низину пройти. Вот прямо за этим бугром обычно они здесь взлетают. Бобры все деревья погрызли. Тут вот бобровая плотина прямо на перешейке. А тут вот ямка Хариуса Лавильма. Так, здесь никого. Там еще туда пройдем немножко. Вот она. Река здесь такой поворот вот делает большой. И туда. Сейчас сначала здесь глянем. Вот она плотина. А вот она ямка бирюзовая. Никого. Никогошеньки. Вот это очень удобно рыбачить ямкой и никаких кустов прямо здесь вот. Раньше мы постоянно здесь в детстве ловили хариус. Раньше участок был, здесь заготавливали сено. И на малосолочку здесь бац-бац. Ну, пока тишина. О, норка, норка. Не знаю, видели, не видели. Я думаю, что за волна. Выскочила норка, поскакала.
Надеюсь, заметили. Там левее. Если что, можно будет перемотать, посмотреть. Норку тоже зачем? Сейчас бить незачем. Пусть плодится. Осенью можно было, хотя шкурки сейчас бесценны. В смысле дешевые. Вообще. Если раньше можно было беличью шкурку за 3 советских рубля, то сейчас 50 рублей, которые ничего не стоят. Так и норка. Норковые шубы дорогущие, а сама шкурка, если сдавать, ничего не стоит. Ладно. Пойдем еще вот. Это наш сенокосный участок был. Сейчас, как мы видим, все заросло уже шиповником. Вон какие ели, выросли ивняк. А раньше здесь сено косили. Лет 30 назад даже еще. Вот это все наш участок был. Все, сейчас вдоль ручья еще пройдемся там немножко. Дальше в лес не пойдем, там нас 100% уже не держит. Потопаем обратно. Так, ну последнее короткое включение на сегодня. Здесь тоже иногда на повороте бывают утки. Тут прямо иногда слетают. Вот и все, ничего нет. Здесь тоже харюзов ланчера ловили. Здесь мальков ловили, голянов. Морда стояла. Так, вдоль леса туда уже не пойдем. Но на всякий случай можно шугануть. Бывает иногда и здесь. Вот утка там сидит. Здесь сенокосные участки за рекой. Раньше тоже здесь сено косили. Сейчас попробуем шугануть. Хоп! Никого. Ну и ладно. Нет так нет. Уток сегодня мы не нашли. Но зато прогулялись, пропотелись. И уже не буду думать, что вот если бы я не пошел, может быть там на ручье утка была. Теперь я убедился, что уток нет. Вот это похолодание, видать, то, что пришло. Утка где-то капитально тормознулась. И даже местная, которая где-то здесь была на ручьях, или улетела обратно на юг, или еще что-то. В общем, потопали обратно в палатку. Отдохнем немножко. И будем вязать продольники. Готовиться к весеннему сезону, к рыболовному, рыбалке на продольнике. Утка будет, куда она денется. Будет время, будет утка. Все будет. Но немножко позже. Подождем. Вот такая вот утренняя вылазка у нас. Физическая нагрузочка небольшая. И потопали обратно. Все, погода опять испортилась. Пошел снег. В общем, не погода это, не погода. У природы нет плохой погоды.